Повод, ради которого мы сегодня здесь собрались, интересен и актуален для всех жителей республики. Так как проблемы жилищно-коммунального хозяйства хотя бы раз коснулись практически каждого. Я думаю, любой здесь, который есть, все сегодня вернутся домой, и они, естественно, я думаю, понимают, что хотелось бы вернуться, чтобы дома было тепло, вода была, чтобы, значит, в подъезде свет горел, чтобы ступеньки там, не упасть на них, и дверь открывалась в подъезде. Вот, поэтому, как я уже говорил, эти проблемы, они касаются каждого. Но любая проблема, если ее системно не решать, спустя какое-то время приводит к серьезным последствиям. Это мы и видим на примере сферы ЖКХ как раз, где за последние 2 десятилетия все, по сути, разбазаривалось и разрушалось, и разворовывалось. Массовое недовольство населения в последние годы вызывает деятельность доброй половины управляющих компаний, по крайней мере в республике. Я думаю, что и в стране точно так же. Должен сказать, что в последние годы органы прокуратуры захлестнула волна жалоб граждан, так или иначе связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому особенно отрадно, что существенную помощь в проведении разъяснительной работы среди населения взвалили на свои плечи общественники, представители других институтов нашего общества. Не только разъяснительную работу, но и, так сказать, собирательную по поводу материалов негативных. Вот. И сегодня наши гости как раз из числа тех, кто ездил и слушал жалобы простых граждан. Татьяна Егоровна Замятина, председатель комиссии по принятию оперативных мер реагирования на нарушение прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Комиссия эта создана при Госсовете, которая в Госсовете Республики, общественная комиссия, да? Да, вот, это общественная комиссия. И, значит, за последний месяц Татьяна Егоровна совместно с представителями контролирующих органов, также с нашими представителями объехала 7 городов и районов республики. Поэтому я думаю о своих впечатлениях и о целях сегодняшнего визита Татьяна Егоровна нам кратко расскажет. Пожалуйста, Татьяна Егоровна. Ну, поскольку вы уже сказали, что комиссия была создана при Госсовете в рамках соглашения, достигнутого между прокуратурой Республики Коми, и она называется, как вы уже сказали, комиссия по принятию оперативных мер реагирования на нарушение прав граждан. То есть граждане уже никакие письма не пишут, уже переписка, они все приходят, как правило, на прием уже с давними вопросами, с пакетом документов. Уже люди готовятся подавать документы на центральное телевидение, на программу ЖКХ. То есть у людей это как бы вот последняя инстанция, чтобы прийти к нам на комиссию. В комиссии у нас принимают участие, спасибо вам тоже, представители прокуратуры во всех муниципальных образованиях. Везде были представители прокурорского реагирования. Роспотребнадзор, Государственная жилищная инспекция, ГЖИ, то есть и служба по тарифам Республики Коми. Дальше комиссия проходит в следующем у нас ракурсе. Мы приезжаем в муниципальное образование, приглашаем всех, управляющие компании, обслуживающие, крупные ТСЖ. И когда люди приходят к нам на прием, то мы уже сразу заявитель, то есть обращающийся гражданин, обращается ко мне как председателю, и я тут же поднимаю управляющую компанию, и управляющая компания сразу же назначает дату на устранение той или иной жалобы. То есть поэтому она называется для принятия оперативных мер. Что и под комиссия уже эти сроки, которые устанавливаются, мы берем на контроль и уже как бы вместе с вами совместно бдим сроки исполнения. Значит, я бы хотела довести, если это интересно. Да, конечно. Значит, мы посетили, как вы сказали, 7 муниципальных образований. В Сыктывкаре мы были дважды, и причем мы пошли, скажем, как умышленно, скажем, не сразу в Сыктывкаре стали проводить заседания комиссии, а стали с районов. Первое у нас заседание было в Сыктывдине 29 июня, это первое было выездное заседание. К нам там обратилось на заседание комиссии 19 человек. Далее 6 июля мы посетили муниципальное образование Ухта. Там на прием к нам пришли, значит, было 39 обращений, из них 5 письменных.
В Печоре к нам... В общем, чем дальше да, от да, центра, да, тем больше, да, тем да. больше жалоб. В Печоре, Всё понятно, в так и есть. Печоре у нас уже обратилось 40 человек, в Ударе 25, но там были как раз пожары, и в связи с тем, что все были на пожарах, так сказали, людей было бы больше. 25 человек в Ударе. В Сыктывкаре у нас за 2 приема обратилось 84 человека, в Книжпогосте 66 и в Инте 74. Пришлось нам 2 дня вести прием, поэтому вот с 29 июня мы начали выезжать, и по сегодняшнюю дату, значит, я приняла в составе с комиссии 347 обращений. Вопросы одни и те же. Я бы не стала выделять в какой-то блок отдельно, да, что вопросы отличаются в одном муниципальном образовании от другого. Вопросы касаются, скажем, недолжного выполнения управляющими компаниями своих прямых обязательств. Это по обслуживанию дома, по проведению текущего ремонта, некачественное проведение капитального ремонта. То есть, если подводить итоги, это говорит о том, что на местах органы местного самоуправления недолжным образом контролируют работу управляющих компаний. Вот если подводить в целом. Поэтому для того, чтобы снять напряженность, спасибо вам большое, Владимир Александрович, и вашим сотрудникам. Персонально бы хотела, если возможно, и если это правильно будет воспринято, я бы хотела поблагодарить Гудкова Юрия Вячеславовича, потому что перед каждой поездкой я всегда звоню ему. Что-то, если не получается, я всегда к нему. Спасибо большое, Юрий Вячеславович. На самом деле... Огромное спасибо за поддержку, за понимание. Вот как-то я аж опору чувствую в нем и в работе нашей комиссии. Поэтому то, что мы проехали, провели заседание в работе нашей комиссии, у нас здесь подготовила я выявленные нарушения по управляющим компаниям, и в рамках нашего соглашения, то, что у вас заключено с Госсоветом, а я являюсь зам председателя рабочей группы Госсовета и одновременно зам руководителя еще и партии «Единая Россия», это совместная у меня должность, но я передаю вам как зам руководителя рабочей группы при Госсовете в рамках нашего соглашения о взаимосотрудничестве. Хорошо. Здесь все выявленные нарушения, тут вы уже сами, вот я вам передаю целый пакет. Ну вот это по всем районам. По всем, но да. Я вам скажу, что это, конечно, здорово, да, что вот действительно граждане, их волеизъявление было воспринято должным образом, и что, значит, им было куда прийти, что их выслушали специалисты. И теперь, я думаю, мы дадим этому правовую оценку, всем этим материалам, которые вы дали, потому что и уже потом, значит, здесь мы, если нужно говорить о преступлении, то мы направим, значит, в следственные органы, либо это будет в МВД, или в Следственный комитет, Следственное управление, Следственного комитета по Республике Коми Российской Федерации, либо, значит, если это необходимо, достаточно будет принять акты прокурорского реагирования, то мы их примем. Это и мы или иски об обязании произвести какие-то действия, либо там выплаты или представления о нарушении виновных, либо это протесты, значит, если были какие-то незаконные там акты изданы в управляющих компаниях. Это очень здорово. Я хочу еще от себя добавить, что вот весь спектр этих проблем в ЖКХ, которые существуют, он озвучивался и неоднократно в наших поездках по районам республики. Мы проехали, видите, мы вот не соприкасаясь практически, а точно так же мы проехали 6 районов. Сейчас я и мои заместители, значит, и точно так же анализировали состояние законности в этой сфере. Значит, я вам скажу, что нарушения, действительно, они однотипные практически во всех районах, которые вы назвали, я повторять не буду. Вот, но нарушения однотипные, а лица, которые должны нести ответственность, они все разные.
И наша задача теперь довести работу вашей комиссии и наших всех поездок до конца. И я думаю, что мы это обязательно сделаем.